Добрый вечер. Многие школы, даже городские, испытывают дефицит в учителях. А сельские школы, это, конечно, проблема стоит наиболее остро. Для того, чтобы обеспечить малокомплектные школы профессиональными кадрами, с 2020 года в России и стартовала федеральная программа «Земский учитель». Именно этой программе и будет посвящен наш разговор. И мы по этому тему сегодняшней правовой встречи назвали «Земский учитель. Как получить 1 миллион от государства». Как считают в регионах, нововведение позволит не только снизить дефицит кадров в сфере образования, но и повысить престиж и привлекательность профессии учителя. Программа рассчитана на тех, кто переехал или хотел бы переехать на работу в села. Единовременная компенсационная выплата, а это 1 миллион рублей, предоставляется каждому учителю, включенному в список победителей конкурсного отбора. Сегодня у нас в гостях специалисты Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Коми Республиканского института развития образования, ведь именно эти учреждения курируют программу «Земский учитель». Я их сразу представлю. Это Холопов Олег Александрович, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми, и Аверин Александр Викторович, заведующий Центром научно-методического сопровождения программ и проектов в области образования. Так, что же представляет собой программа «Земский учитель»? Давайте начнем сначала с этого, а потом у нас есть вопросы, которые мы получили, задав и дав рекламу нашему мероприятию в группе ВКонтакте. Мы потом их озвучим. Хорошо. Добрый вечер, дорогие друзья. Да, как уже сказали, в России стартовал проект «Земский учитель». Мы активно включились в реализацию данного проекта, потому что на самом деле это очень важное, значимое мероприятие для страны в целом, для нашей республики, потому что дефицит педагогических кадров, он действительно имеет место быть. Если говорить сухими цифрами, то на начало текущего учебного года у нас в республике вакантных должностей в образовательных организациях в целом порядка было 140 человек, 140 вакантных должностей, и при этом 71 должность – это должность учителя. Мы думаем, надеемся и верим, что данный проект поможет прежде всего в сельских территориях, в небольших городах помочь решить данную проблему. На сегодняшний день весь пакет документов, нормативно-правовых документов, которые регламентируют реализацию данного проекта, проведение конкурсных процедур, на сегодняшний день он на уровне региона принят. Все материалы, необходимые для участников, для того, чтобы посмотреть, какие необходимые документы, каковы требования, когда сроки подачи заявок. Все это размещено в открытом доступе и на сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, на сайте нашего Коми Республиканского института развития образования. Как раз именно наш институт является региональным оператором проведения реализации данного проекта. Кроме того, все документы, все, что необходимо знать участникам, все это размещено на портале «Земский учитель», о котором тоже сегодня, я думаю, будем говорить, каким образом воспользоваться ресурсами данного портала. Что касается вакансий и требований к участникам, претендентам на участие в данном конкурсе, на сегодняшний день у нас утвержден перечень вакансий, которые участвуют в данном конкурсе. Это 48 вакансий в 14 муниципальных образованиях Республики Коми. Это сельские территории, города с численностью менее 50 тысяч населения. Весь этот перечень вакансий доступен, то есть каждый претендент на участие в данном конкурсном отборе может ознакомиться и подать заявку. Что касается основных требований к конкурсантам, то это, вот, как я уже говорил, наличие той вакансии в утвержденном перечне, 48 вакансий. Далее наличие соответствующей квалификации претендента для занятия данной вакансии. Далее готовность переехать в другое муниципальное образование, потому что одним из требований также является то, что место переезда претендента не должно соответствовать тому муниципальному образованию, городскому округу, в котором
проживает претендент на момент подачи заявки. Следующее требование – это возрастной ценз претендента, участника конкурсного отбора до 55 лет включительно. И, естественно, это готовность претендента работать по той вакансии, допустим, по которой он прошел конкурсный отбор не менее 5 лет данной образовательной организации. Сроки приема заявок на сегодняшний день прием заявок осуществляется до 30 апреля. Мы принимаем все документы. Сразу хочу отметить, что несмотря на то, что, так скажем, онлайн-сервисы позволяют подать заявку в электронном виде, у нас нашими нормативно-правовыми документами определены формы подачи. Это либо лично, непосредственно в Институт развития образования подаются все необходимые документы, либо же почтой. Не знаю, почта это как послать или электронной? Нет, не электронной почтой, это должны быть живые документы, которые направлены Почта России. Да? Вот. Что касается документов, я, наверное, сейчас перечислять их не буду все, потому что они любой человек может... Где тогда их можно найти? Вот как я уже говорил, можно выйти, ну, я думаю, что Александр Викторович тоже скажет, наверное, об этом, да? Я не буду отнимать его хлеб в этом вопросе. Только единственное, сразу тоже еще раз напомню, что все необходимые документы размещены на официальном портале, официальном сайте Министерства образования, Института развития образования и на портале «Земский учитель». Можно уточнить? Да. Вот муниципальное образование, это считается, что, например, скажем, он в этом городе или в этом районе живет, да? Или в данном селе? Согласно требований нашего порядка, муниципальное образование, в котором проживает, вернее, скажем так, это должно быть другое муниципальное образование, муниципальный район, либо городской округ. Да. То есть это именно переезд. Но в рамках одного района можно? Нет. В рамках одного муниципального образования нет. И еще, когда человек подает заявку к вам, да, он должен конкретно же написать, куда хочет, или вы распределяете? Нет, мы не распределяем. Человек, претендент, смотрит на портале, допустим, да, какие вакансии у нас есть, как я уже говорил, это 16 муниципальных образований, а по количеству это 36 школ по 48 вакансиям. Он сам определяет, на какую вакансию он подает документы, и потом уже идет процедура конкурсного отбора. Когда вы уже решите по персоналиям конкретно? Вот как я уже говорил, срок приема заявления у нас до 30 апреля, а в дальнейшем уже мы определяем победителей до 15 мая. В наших нормативных документах четко определены временные рамки для проведения той или иной процедуры. Вот, например, 16 мая по 15 июня по желанию участника возможен выезд в территорию, то есть непосредственно посмотреть школу, да, посмотреть населенный пункт, посмотреть условия, которые предлагает та же территория. Далее с 15 июня по 20 июля издается приказ министерства уже, где утверждаются списки победителей по тем или иным вакансиям. Потому что мы должны понимать, что если на одну вакансию будет подана более чем одна заявка, то по целому ряду критериев будет осуществляться отбор. Он тоже открыт, мы в этом вопросе абсолютно прозрачны, поэтому претенденты могут посмотреть те критерии, в соответствии с которыми будет осуществляться отбор. Далее, с 1 сентября по 1 декабря происходит заключение договоров на перечисление денежных средств. И к концу года претендент, который стал победителем конкурсного отбора, уже будет получать этот 1 000 000 рублей. Ну, а работать начнет с 1 сентября? Работать начнет с 1 сентября, да. Потому что одним из условий заключения договора на перечисление денежных средств является в том числе заверенная копия трудового договора, который он заключил с образовательной организацией, вакансия которой была включена в этот перечень. Еще пока нету заявок? На сегодняшний день я полностью, по-моему, Александра Викторовича хлеб отбираю. На сегодняшний день надо отметить, что электронных заявок, которые оставлены на портале, их на самом деле уже много, порядка 25,
уже 60, потому что мы на конец недели регулярно мониторим ситуацию. Самое интересное, что очень много заявок с других регионов. Калининградская область, Тамбовская область. География на самом деле очень такая обширная. Вот. Есть, безусловно, заявки из муниципальных образований нашей республики, вот. А из поданных, так скажем, заявок в соответствии с порядком предоставленных 2, по-моему, да? 2 заявки пока на сегодняшний день. Но время еще есть, 30 апреля. Поэтому я думаю, что вот эта площадка тоже своего рода поможет нам проинформировать население, да, и чтобы вот этот процесс подачи документов все-таки более активно. Нельзя сказать, по каким они этим специальностям? Ну, их же 48, это разные специальности. Учителя математики, иностранного языка, русского языка и так далее, и так далее. Все, это достаточно большой перечень, да. Могу тогда, наверное, сразу задать вопрос, который мы получили предварительно. Предоставляется ли жилье переехавшим по проекту учителям? В нормативно-правовых документах наших такой позиции нет. Поэтому вот как раз та возможность выехать в территорию и посмотреть те условия, вот она тоже, это немаловажная составляющая, да. И я думаю, что муниципальное образование, местные власти в этой части тоже будут содействовать, потому что это в интересах всех, и территории, и республики. Также задавали вопрос, 1 миллион или единовременно компенсационная выплата, на что его можно потратить? Есть ли ограничения, как, например, с материнским капиталом? Ограничений нет. Победитель тратит по своему усмотрению. Единственное условие, если он не исполняет условия договора перечисления, то есть не менее 5 лет должен отработать, он обязан будет, даже если это вот в конец 4-го года работы, он обязан будет вернуть в полном объеме эту сумму. Миллион. Сколько победителей будет? По количеству. У нас на сегодняшний день определено количество, это 16. То есть и из федерального бюджета мы получили 16 миллионов как раз для реализации данного проекта. Но это проект не на 1 год, он и будет продолжаться в следующем году и в последующем. Но этот проект, эта программа 1-й год, да, работает? Да. Когда я смотрела, там было до 35 лет сначала планировался возраст. Потом изменили в 55 лет в связи с чем? Можно сказать, с повышением пенсионного возраста? Я думаю, это совершенно не связано, да, не связанные моменты. Методические рекомендации, которые были даже в виде проекта, я помню, что там было этот же возраст 55 лет. Поэтому не знаю, откуда вот это может. В интернете. Ну, в интернете у нас много чего пишут. Ну нет, это вопросы тоже с разных регионов. Ну, хорошо, 55 это хорошо. Может ли возраст в дальнейшем увеличиваться, какие-то изменения в программе быть? Потому что 55 лет, опять же, смотря сайты других регионов, где эта программа тоже была запущена, очень многие готовы и после 55 лет в эту программу вступить, но вот ограничения по возрасту. В этой части я пока не могу, конечно, комментировать, потому что методические рекомендации, которые спущены нам с уровня федерации, они определяют только данное ограничение по возрасту. Какие будут изменения на следующий год, сказать не могу. Сейчас мы работаем в рамках того правового поля, которое у нас есть на этот год. Конечно, 55 плюс 5 это будет 60 уже лет. Ну да. Еще был у нас вопрос задан. Отличаются ли условия участия в программе «Земский учитель» с другими регионами? Мы, конечно, тоже смотрели нормативные документы, которые на уровне других регионов изданы, но в основном все руководствуются теми методическими рекомендациями, которые были разработаны на уровне федерации. Это единственное, наверное, получат 2 миллиона те, кто переезжает на Дальний Восток. Да, это были изменения на уровне федерации в программе развития образования Российской Федерации. Это да, в отношении только этих территорий. Нет у вас информации, кто у нас на Дальний Восток собирается? Вот на самом деле, да, если говорить о 60 заявок у нас уже есть, много рассматривают выезд из республики.
И насколько это Но будет поощряться? мы, наверное, это ведь не видим, потому что это видит другой оператор того региона, кому подаются заявки. Поэтому тут, да. Может быть, Александру Викторовичу предоставим слово, да. Ну, сейчас слово предоставляется Александру Викторовичу, Коми Республиканский институт развития образования. Олег Александрович, сядьте пока, вдруг еще для вас вопросы. Конечно. Сюда. Да. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я хотел бы прокомментировать относительно приема документов и немножечко относительно сроков приема. В соответствии с постановлением правительства Республики Коми, прием документов в нашей республике осуществляется с 10 января по 10 апреля включительно. Те процессы, которые продолжаются далее, до 30 апреля, и которые имел в виду Олег Александрович, они действительно продолжаются, но прием документов у нас осуществляется до 10 апреля. Это не моя презентация. Существуют нормативно-правовые документы, которые регламентируют, по крайней мере на слайде они здесь все представлены. В первую очередь это постановление правительства Российской Федерации от 9 ноября 2019 года, которые как раз и внесли изменения в государственную программу Российской Федерации развития образования. И об этом уже Олег Александрович обратил ваше внимание. Распоряжением правительства Республики Коми 12 ноября 2019 года номер 440-Р было принято решение о назначении Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми уполномоченным органом по реализации данной программы «Земский учитель», а региональным оператором это Коми Республиканский институт развития образования. И вы видите, что достаточно много на уровне нашего региона принято документов относительно порядка, относительно действия комиссии, относительно форм документов и так далее. Так, полномочные органы и региональный оператор. Как мы организуем прием документов претендентов? Для того, чтобы понять, какая все-таки вакансия вам будет наиболее интересна и привлекательна, существует как раз тот портал, который охватывает вакансии всех субъектов Российской Федерации, в данном случае называемый «Земский учитель». Да? Он в данном случае работает по адресу zemteacher.edu.ru, и об информационном сопровождении данного проекта и данной программы я расскажу несколько позже. Так вот, именно на этом портале любой заинтересовавшийся данной программой, либо пожелавший принять в ней участие, вы можете ознакомиться с вакансиями, которые размещены. Как уже обратил внимание Олег Александрович, в нашей заявке обозначено 48 вакансий из 14 муниципальных образований. Действительно, спектр педагогов, которые требуются муниципальным образованием, достаточно широкий. Это учителя русского языка, это учителя химии, математики, учителя иностранного языка, учителя, которые ведут сразу несколько предметов, например, биологию, химию и так далее. Ну и учителя начальных классов, причем эта заявка у нас единственная, возможно, в отличие от всех остальных регионов. Что потребуется от самого претендента? В первую очередь это регистрация на портале «Земский учитель», хотя при личной передаче непосредственно документов региональному оператору, то есть Коми Республиканскому институту развития образования, вы можете предварительно не регистрироваться. Но в любом случае Министерство просвещения Российской Федерации будет вести статистический учет непосредственно всех претендентов именно по этому порталу. Ну и естественным образом, если вы это не сделаете, то за вас это может сделать непосредственно сам региональный оператор. И я еще раз хочу обратить ваше внимание на два способа, о которых уже сказал Олег Александрович. В первую очередь это подача документов посредством Почты России и, соответственно, лично, да, в этот период, то есть с 10 января по 10 апреля. Перечень документов, которые необходимы.
Во-первых, это заявление на участие в конкурсном отборе с указанием планируемого направления расходования денежных средств, то есть претендентам, да, единовременной компенсационной выплаты. Данное заявление оформляется по форме. Эта форма размещена на сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Она свободна в скачивании, в самостоятельном оформлении и в передаче, пересылке, например, региональному оператору. Точно так же региональный оператор предоставляет возможность на месте заполнить данное заявление и принять непосредственно от претендента. Какие еще документы необходимы? Помимо заявления, каждый претендент предоставляет региональному оператору либо лично, либо непосредственно осуществляя копирование оригинальных документов в установленном федеральным законом порядке, документы, удостоверяющие личность претендента со страницы регистрации, документы об образовании и квалификации, документы, подтверждающие повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, копия трудовой книжки, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе или уведомление о постановке на учет в налоговом органе и так далее. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета, то есть ИНН, да, и страховое свидетельство и так далее. Свидетельство о браке предоставляется в случае заключения брака. Свидетельство о рождении детей предоставляется при наличии детей. И два документа. Это согласие претендента на обработку персональных данных. Оно тоже оформляется по форме. Оно также доступно на сайте министерства и свободно для скачивания и самостоятельного оформления и передачи региональному оператору. И согласие о готовности переезда в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. И помимо данных формальных документов, которые являются обязательными, каждый претендент может предоставить документы, подтверждающие соответствие претендента дополнительным критериям для отбора на конкурсной основе. В большинстве случаев именно документы по дополнительным критериям и будут составлять, так скажем, да, вот тот рейтинг или позволит составить и осуществить конкурсный отбор уже уполномоченному органу. Календарь. Этот календарь примерный, где выделены такие знаковые непосредственно в данном случае события. Прием документов претендентов на право получения, то есть по 10 апреля. С 11 апреля по 15 июня осуществляется достаточно большое количество действий, как уполномоченным органам, так и региональным операторам. Это естественным образом проверка конкурсных документов, их оценка, да, в данном случае осуществление рейтинга претендентов, определение победителей, уведомление победителей об итогах, оформление согласия на переезд и так далее. И в случае отказа, например, да, от участия и так далее в связи с нежеланием переехать в ту территорию, но победив и так далее, у нас есть возможность до 20 июля это, по крайней мере, установить и выяснить. И именно 20 июля, то есть до 20 июля, список победителей конкурсного отбора утверждается приказом уполномоченного органа, то есть приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. За оставшийся период, то есть до 1 сентября, у претендентов появляется возможность заключения трудовых договоров у всех претендентов победивших. Ну а далее, как уже отметил Олег Александрович, наличие данного трудового договора является основанием для осуществления перечисления единовременной компенсационной выплаты. Да? То есть фактически это тот документ, который непосредственно оформляется. Сопровождение конкурса в сети интернет. Итак, сам по себе портал «Земский учитель», который я уже сказал, это zemteacher.edu.ru. На сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми можно достаточно легко сориентироваться. В левой части главной страницы красными буквами написано «Земский учитель». Именно эта страница является активной и информативной для всех претендентов. Точно так же на сайте Коми Республиканского института развития образования, но только в правой части,
имеется оригинальный значок, эмблема данной программы, где также, кликая на нее, вы можете перейти на страницы, которые как раз информируют о приеме документов и о самих документах, которые регламентируют в данном случае эту процедуру или эти процедуры. Региональный оператор располагается у нас по адресу КРИРО, то есть 167-982, город Сыктывкар, улица Орджоникидзе, дом 23, и прием осуществляется в кабинете 311. Для этого региональным оператором размещены опознавательные, так скажем, баннеры, да, и на входе, и непосредственно на самом кабинете. Также хочу обратить внимание тех претендентов, которые будут лично предоставлять документы. В объекте режим осуществляется режим, так скажем, пропуск и так далее, поэтому наличие документов при себе обязательно. Прием документов осуществляется еженедельно, с понедельника по пятницу, с 9 часов утра по 18 часов вечера, с перерывом на обед с 13 до 14:00. Приказом регионального оператора утверждены два лица, которые отвечают за прием документов. Это непосредственно я и Лапшина Елена Александровна. Вы видите телефоны 28 60 11 в городе Сыктывкаре, код Сыктывкара 8212, соответственно мой внутренний 339 и внутренний Елены Александровны 331. Также имеются электронные адреса и с претендентами из других субъектов Российской Федерации мы активно переписываемся, а также они звонят, уточняют непосредственно по процедуре. Уважаемые друзья, если по приему документов есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. А если документы посылаются по почте, они должны быть нотариально заверены копии? Если человек работает и часть документов находится непосредственно на его рабочем месте, например, трудовая книжка и так далее, у работодателя имеется возможность ее непосредственно заверить, обозначив, что человек, например, работает по настоящее время. Все остальные документы, например, которые могут входить в документы по дополнительным критериям отбора, например, грамоты Российской Федерации, может быть, и так далее, они заверяются естественным образом в установленном федеральным законодательством порядке, то есть нотариально, чаще всего. То есть это по правилам, по ГОСТу. И так далее. Также хочу обратить внимание, что у регионального оператора есть возможность, если человек не подготовил копии, сделать данные копии самостоятельно. Для этого в центре у нас оборудован, предоставляется такая возможность. И, соответственно, ответственные лица за прием документов имеют на это право в данном случае. Они заверяют копии документов, определенным образом фиксируют и так далее. Но в силу именно конкурса. Пожалуйста, вопрос. По земскому учителю, какие у нас более востребованные вакансии, которые обозначены уже? И может есть муниципалитеты, где больше их требуется по земскому учителю? Я могу сказать, что наибольшее число вакансий представлено в 3 муниципальных образованиях. Это Усть-Куломский район, это Сысольский район и Троицко-Печорский район. Если говорить о количестве заявок, если вас интересует именно это, которая имеет в настоящий момент максимальное, да, это вакансия в данном случае учителя истории обществознания в УЗЯГе Усть-Куломского района в настоящий момент. Достаточно много также заявок на вакансию учителя начальных классов в поселке Водный, Уфтинского района. Остальные, в принципе, по одной, по две и так далее. Но, как уже отметил Олег Александрович, пока это только заявки. Пока мы получили документы только от 2 претендентов, и в течение сегодняшнего дня и поступали и в рамках телефонных сообщений, и электронных писем о том, что документы претенденты уже постепенно высылают, и мы уже их ожидаем для последующей регистрации, и, соответственно, указание, что документы приняты. Хочу обратить внимание всех претендентов, которые планируют принять участие, для чего еще необходимо оформление личного кабинета на портале «Земский учитель». Там вы сможете, во-первых, отслеживать статус своей заявки.
Потому что наличие лишь заявки, да, при отсутствии документов, не дает возможность, в частности, региональному оператору зафиксировать, что документы принятые им одобрены, то есть заявка одобрена. После появления заявки мы можем выставить человеку, условно говоря, в его личном кабинете два статуса. То есть одобрена заявка, приняты документы, они соответствуют требованиям, и человек может пройти дальше уже в процедуру конкурсного отбора. Либо отклонена. Отклонение заявок и, соответственно, документов также очень четко и подробно прописано во всех документах, созданных уполномоченным органом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. И у нас такая ситуация уже была. Одна из заявок была отклонена в силу возрастного ценза. То есть заявивший в данном случае имеет в настоящий момент возраст 69 лет. Да? Поскольку технически оператор на всей территории России не ставит таких ограничений, и возможно, вы сталкивались с ситуацией, что ограничение в возрасте 55 лет не всегда встречается во всех регионах, поэтому система не блокирует в данном случае те заявки, которые выходят, так скажем, за рамки. 55 лет, понятно, все-таки ограничения есть. А могут ли претендовать на участие в этой программе выпускники вузов, которые вот последний курс обучаются? К сожалению, нет. Да, к сожалению, нет, потому что прием документов осуществляется до 10 апреля, и если они подадут непосредственно документы, то мы вынуждены будем отклонить их в связи с отсутствием одного из документов, это документа о базовом образовании. У нас сейчас такая же ситуация с заявкой из России, когда претендент также заявил о том, что он является выпускником, то есть обучается на 4 курсе бакалавриата, но, к сожалению, я ему объяснил, что по условиям региональным невозможно принять участие именно в этом году. На следующий год количество вакансий может быть больше, меньше? Сколько участников полагается? Я полагаю, что на этот вопрос более подробно ответит представитель уполномоченного органа, то есть Олег Александрович, да, потому что довольно часто подобные решения зависят еще и от действий федерации, то есть от тех предложений, которые будут формулироваться относительно года реализации этой программы. Поэтому может быть увеличено, может быть уменьшено. То есть я думаю, что мы это будем уже точно знать к концу 2020 года, когда появится новый перечень вакантных должностей. Наличие опыта работы обязательно? Хочу обратить внимание всех претендентов на то, что во всех вакансиях, которые размещены уполномоченным органом и региональным оператором на портале «Земский учитель», отсутствуют требования к опыту работы. То есть в каждой вакансии у нас зафиксировано в соответствии с квалификационными требованиями либо среднее профессиональное образование, либо высшее образование, а также без предъявления к опыту работы, то есть без опыта работы. То есть есть иные критерии, да, по которым мы сможем оценить, так скажем, по крайней мере, конкурсная комиссия это сможет сделать. Никто не отказывается от опыта, и наличие опыта может быть сделать претендента более конкурентоспособным по сравнению с другими. То же самое, если он, например, совмещал другие должности и он имеет еще иное образование. То есть для тех территорий, где действительно есть проблемы в кадровом обеспечении, фактически это становится такой вот достаточно хорошей тенденцией, наверное, да, когда педагог может одновременно замещать, так скажем, да, две вакансии и так далее. У нас тоже был предварительный вопрос. Вы, правда, на него уже ответили, но еще, чтобы, может, пояснили. Правда ли, что нужно сначала подписать трудовой договор со школой и лишь потом подать заявку на миллион? Это не совсем правильно. Почему? Потому что трудовой договор со школой вы заключаете только после прохождения конкурсного отбора. И для того, чтобы... Да, и, конечно же, победы, да, в нем.
И для того, чтобы действительно получить миллион, сначала нужно пройти вот всю эту процедуру. То есть подписание трудового договора, есть волеизъявление претендента, который уже стал победителем конкурсного отбора, естественно, да, который вот как раз демонстрирует его готовность и к переезду, и к началу трудовой деятельности в течение 5 лет, да, в этой образовательной организации. И как уже сказал Олег Александрович, наличие этого документа, то есть наоборот трудового договора, позволяет в дальнейшем уже получить данную выплату. И еще, планируется ли расширение данной программы на воспитателей детских садов и других педагогических работников? Вопрос, опять же, к уполномоченному органу, но хотелось бы. То есть, возможно, если данная программа в течение этого года зарекомендует себя достаточно хорошо, я думаю, что это так и будет. Я думаю, что общественность может инициировать обращение в Министерство просвещения Российской Федерации для того, чтобы инициировать общественное обсуждение этого вопроса и расширить категории работников, которые могут попасть в эту программу. Я думаю, что это дело и за самими общественниками и так далее. То есть это возможно. Вопрос нет у нас, да? Нет. Ну, большое спасибо за столь подробный рассказ про эту программу. Сайт «Земский учитель» есть необходимость показать, или это достаточно? Давайте мы тогда посмотрим, да. да, и вы подробнее еще расскажете о сайте. Так, если вы попадаете на сайт zemteacher.edu.ru, посмотрите, пожалуйста, да, у нас здесь вся есть информация, да, то есть вы видите, что размещено чуть более 3500 вакансий, 36 общеобразовательным предметам, 2560 школ и так далее. Итак, вот смотрите, у нас есть банк вакансий, и вместо того, чтобы смотреть все, вы можете в данном случае выбрать фильтры. Здесь вы можете подходящие вакансии. Я покажу это на примере Республики Коми. Видите, что здесь непосредственно у нас находятся все субъекты Российской Федерации, и в данном случае, выбирая непосредственно Республику Коми, которая соседствует с Республикой Карелия и Республикой Крым. Да. Если вас интересует в данном случае какой-то конкретный предмет, мы можем это сделать, например, выбрать не один, а несколько. Допустим, мы возьмем литературу, мы возьмем дополнительно еще русский язык. Ну и давайте, если у нас, например, имеется переподготовка в области иностранного языка, английский язык. Если же вы не хотите ставить такие дополнительные фильтры по предметам, вы можете просто найти вакансии. Также обратите, пожалуйста, внимание, вы можете задать непосредственно сколько, да, расстояние от вас и так далее, либо в километрах, учебная нагрузка, да, то есть сколько часов от и до. То есть если вы планируете, например, переехать в расстояние от 500 до 1000 километров, например, вы можете как раз это сделать. На основании подбора подходящей вакансии с помощью фильтров мы нажимаем, и мы видим в данном случае, что у нас как раз именно, да, по нашему региону имеется, соответственно, вакансия. Муниципальное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа поселка сельского типа Якша, Троицко-Петровского района Республики Коми. Что здесь имеется? Здесь имеется адрес, здесь имеется сайт школы, здесь имеется контакт администрации, здесь имеется электронный адрес. Дальше, посмотрите, пожалуйста, здесь есть описание. В наших заявках оно более или менее унифицированное. И в подтверждении своих слов я хочу обратить внимание, что опыт работы без опыта работы и образование, среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование. А требования и обязанности, они здесь представлены. Дальше мы можем посмотреть, что ссылка активна в данном случае на
сайт образовательной организации, приходит, и, соответственно, любой претендент может ознакомиться с содержанием деятельности образовательной организации и с иной информацией, которая его заинтересует. Также может вернуться в данном случае, но при этом может подать заявку. И вот здесь посмотрите, пожалуйста, требуется как раз авторизация. Для того, чтобы осуществить этот процесс, необходимо пройти регистрацию. Здесь нужно заполнить как раз в данном случае логин, пароль и так далее. И зарегистрировавшись, подать эту заявку. Что еще имеется? Вы можете обратить внимание на условия участия. Здесь, посмотрите, пожалуйста, есть общие правила, есть условия участия, которые нас интересуют в регионе. Вы можете выбрать Республику Коми, показать условия в регионе. Здесь также представлены документы. Документы конкурса, приказ об утверждении перечня вакантных должностей. Хочу еще раз подчеркнуть, как сказал Олег Александрович, вся процедура, все документы прозрачны. То есть вы можете непосредственно кликнуть, и у вас в данном случае загружается соответствующий документ, который вы также с легкостью можете открыть, почитать приказ, действующий и так далее. Можете открыть постановление, которое, может быть, в большей степени для претендентов будет интересно, потому что именно это постановление 9 января 2020 года утверждает положение о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты. Здесь все требования, они как раз представлены. Вот перечень тех документов, о которых я непосредственно говорил. Пункт 10. Документы претендентов для участия в конкурсном отборе принимаются с 10 января по 10 апреля текущего года включительно. Также посмотрите, пожалуйста, есть основания для принятия решения об отказе в принятии к рассмотрению документов. Кроме этого, функции регионального оператора и конкурсных комиссий. А также посмотрите, пожалуйста, пункт 23. Если основными критериями у нас выступают возрастной ценз и наличие образования, среднего профессионального либо высшего образования, то конкурсный отбор, за исключением этих показателей, будет еще проводиться на основании этих пунктов, которые обозначены в пункте 23. Их довольно-таки много. Да, это и удаленность, то есть, что достаточно интересно, и так далее. Поэтому все претенденты могут с легкостью ознакомиться со всеми документами. Да? Здесь вот как раз именно об утверждении форм, контактные данные уполномоченного органа, контактным лицом выступает Богрышева Надежда Александровна, контактным лицом Республиканского института развития образования являюсь непосредственно я и так далее. То есть фактически мы проводим консультации по телефону и отвечаем на вопросы письменно. В данном случае те вопросы, которые касаются непосредственно обеспечения жильем, мы направляем уполномоченному органу, то есть Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми, и, соответственно, уполномоченный орган уже эти вопросы отрабатывает непосредственно с муниципалитетами. Я думаю, что портал в этом отношении он более или менее удобен, и непосредственно разработчики этого портала, я думаю, что его усовершенствуют для того, чтобы он стал еще более комфортным. Есть ли еще какие-то? Да, конечно. Первый вопрос. Вы говорили о том, что поступают заявки из других регионов в том числе. Да. И есть ли приоритет у жителей нашего региона перед жителями других регионов? Приоритет в документах не обозначен никоим образом. То есть здесь есть четкие критерии, по которым будут непосредственно рассматриваться документы претендентов. Я хочу обратить внимание, что у претендентов, которые захотят участвовать и живут на территории Республики Коми,
в отличие от других претендентов. У них быстрее могут прийти документы региональному оператору. Это в определенных моментах является важным моментом. Почему? Потому что если у нескольких претендентов одинаковое количество баллов в рамках конкурсного отбора, то решающим будет непосредственно время приема и дата приема документов. Поэтому наши педагоги, да, конечно же, мы призываем это делать, и наши педагоги в этом отношении, они более будут мобильны и, соответственно, в более выгодных условиях. А приоритет местным, либо, допустим, работающим в других субъектах, наше постановление никак не... Это права, конечно же, да, на труд, да, и так далее. Угу. И второй вопрос. Говорили о том, также, что 16 миллионов выделено в этом году. Получается, что 32 школы останутся без учителей в этом году? Во-первых, давайте мы об этом будем говорить уже ближе к 10 апреля. Потому что я хочу сказать, что есть вакансии популярные, есть вакансии, которые пока еще с нулевыми заявками. Во-вторых, в данном случае человек, если он не выиграет и так далее, у него же в любом случае останется информация об этой вакансии. Да? И будет ли он как-то устанавливать эти отношения иначе, то есть вне этой программы, это уже будет его личным правом. Потому что большинство претендентов, особенно которые проживают в других субъектах Российской Федерации, они практически уже действуют напрямую, то есть звонят в данном случае директорам образовательных учреждений, уточняют условия и так далее. То есть вот эти вот моменты, так скажем, для них являются важными. А потом они уже обращаются к региональному оператору. Спасибо. Так, ну и еще, наверное, последний вопрос. Сайт «Земский учитель» замечательно, все можно это, конечно, посмотреть. Но, может быть, для соискателей было бы немаловажно видеть предполагаемую зарплату. Как вот это может быть выяснить? Предполагаемая зарплата. Ну, во-первых, она определяется, наверное, все-таки разными характеристиками, квалификационной категории и так далее. А участие в данном конкурсе – это не гарантия какой-то минимальной зарплаты, которую человек будет получать, там, например, и так далее. Это ведь зависит от большого количества, так скажем, характеристик его профессиональной деятельности и так далее. Но, опять же, переезжать семьями, это очень много тогда будет нагрузки на муниципальное образование, которые должны будут обеспечить детские сады, как-то помочь с организацией там, и быта, и устроить детей, приезжающих учителей в школы. Проблем не будет с этим? Дело в том, что у нас работают помимо регионального оператора еще муниципальные операторы. Муниципальные операторы – это специалисты муниципальных органов управления образованием, которые, понимая, что в их образовательной организации потенциально придут претенденты, потенциально придут, допустим, педагоги из других субъектов Российской Федерации, в данном случае для себя подобные вопросы, конечно же, актуализируют и ставят во главу угла. Потому что если они хотят решить вопрос по вакансии, то, естественно, они, наверное, будут предпринимать какие-то меры в этом отношении. И, конечно же, в этом отношении у нас большая роль, конечно же, отводится уполномоченному органу. Министерство решает эти вопросы. Оно находится в постоянном контакте с муниципалитетами. И я думаю, что этот процесс будет более активным, когда мы уже точно будем знать круг победителей, да, и тех лиц, которым потребуется в данном случае. Да. Направление расходования средств, возможно, например, на приобретение жилья и так далее, позволит уполномоченному органу понять, да, как будет расходоваться средства и будет ли необходимость, так скажем, предложить какой-то, может быть, вариант решения, в том числе и жилищных вопросов. То есть, возможно, там и покупка домика, земельного участка. Если ценовая политика, да, позволит это сделать, это, я думаю, что в той сумме, которая ему предоставляется, и, возможно, если есть какие-то иные средства, это, наверное, получится сделать.
Я бы вот здесь еще добавил, то, что мы, когда мы формировали перечень вакансий, мы смотрели ведь разные критерии. И одним из таких ключевых тоже было для нас, это насколько долго, да, насколько длительно данная вакансия в образовательной организации. Мы понимаем, что если там 3, 4, 5 лет не могут привлечь педагогического работника на работу, то для нас эта вакансия становится на самом деле очень важной, мы ее включаем в перечень. И все при этом понимают, что муниципальные органы управления образования, что мы, что для решения вот этой проблемы, да, заполнения этой вакансии заинтересованы все участники вот этого процесса. Я думаю, что содействие в вопросах и устройства в дошкольной образовательной организации, если это семья, допустим, да, с детьми, устройство в общеобразовательную организацию, помочь, посодействовать, я думаю, что в этом вопросе в рабочем порядке все это будет решаться. Это было пояснение от Олега Александровича. Ну, благодарю за столь подробный рассказ. Я думаю, что если кто-то нас слушал не столь внимательно, то все свои ответы на вопросы он найдет в нашей трансляции. И презентацию мы тоже обязательно выставим. Спасибо. Спасибо. Всем вам. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Да.